Доверие населения к правоохранительным органам растет, отметил Рамзан Кадыров в самом начале коллегии МВД. Полиция должна работать во имя народа и для народа. Глава Чечни подчеркнул, что только в случае полного взаимодействия с населением будет достигнут мир и покой региона. Сегодня в этом направлении наблюдаются положительные моменты. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы подводим итоги 9 месяцев 2015 года. Главный результат вашей работы состоит в том, что в республике сохраняется стабильная оперативная обстановка. В течение последних лет мы уверенно удерживаем лидерство среди регионов России по безопасности. Необходимо сохранить эти позиции и не допустить ни малейшего проникновения в республику идеологии терроризма, экстремизма и ваххабизма. Особо отмечу, что мы обязаны делать все от нас зависящее, чтобы в регион не просочился ни один бандит из близкого государства. Мощным заслоном против этого зла служит грамотная профилактическая работа. Доверие населения к правоохранительным органам растет. Люди готовы активно содействовать полиции. МВД республики показывает отличные результаты работы. С начала года у нас несколько раз увеличилось число выявленных пособников явок с повинной. Успешно пересечены попытки совершения терактов. Также существенно снизилось количество ДТП, погибших и травмированных в авариях. Я от души благодарю вас за службу. Действительно, от вас зависит не только безопасность, и политический, экономический, экологический. Все, что зависит от нормальной жизни, зависит в первую очередь от правительственной структуры. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы провели успешную спецоперацию, последнюю, в которой были уничтожены 3 бандитов. Если мы вовремя не сработали, то последствия были бы, знаем мы какие. Это только начало того, что так называемые ибрийское государство намеренно, если у них получится, если у них будет возможность, малейший, они в первую очередь будут использовать площадку для того, чтобы, так сказать, показывать свои возможности на территории Чеченской Республики. Мы должны проявить себя, как и всегда. Обеспечение безопасности – это приоритет руководства республики. Это требует нас руководство государства. Мы должны днем и ночью над этим работать. Если работать в полную меру, можно достичь очень высоких результатов, сказал Рамзан Кадыров. В этом случае он привел в пример снижение аварий на дорогах. Мы сегодня все поняли, что это от нас зависит. Мы все худшее списываемся на Всевышнего. Всевышний так написал. Это было написано, предписано. На самом деле написано и вы сами и пишем, так сказать. Если реально подойти к проблемным вопросам, это возможно решить. Иначе вы свой штаб, руководитель школы, изменения сейчас, а реально, если мы все начали, все вместе, вот было, что за это время около 20 езгивели, сотник езгивели, элементарно, хумаха, больничка, хитсен буй, шашит садаш, халах шаш, диша гоута, еще, даркеги, нахчукуешь, леш, дакуешь, лазинеш. شيء ده غير الشاش دهونه بالع درك شاش ادم هيك دوك يجي نحليش بول لزوش بول دهونه تاع ده ما دوتش دهون 10 شاشين دهونه 90% дон хист الله حال дона и 10% тоже от нас зависит. Мы должны знать, что в республике должен главенствовать закон. И есть правила, мы должны соблюдать правила, Нам на сегодняшний день не так страшно, наш экстремизм, терроризм. Мы выиграли эту борьбу. Мы сейчас должны больше провести профилактические мероприятия. Это общие мероприятия. И в первую очередь правила, культура вождения, культура общения, культура
как принимали мы гостей, как мы обращались к младшим, к старшим, взаимоуважение. Это понятие швейдона и приумножать их. Бабиш был Бог, вабинчула дона, баз изер соу темп что добавить надо когда. Еще 100% по всем направлениям. Число ДТП действительно снизилось, что подтверждает меньшее количество пострадавших на дорогах. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи рассказывают о снижении числа раненых при авариях. В нашу клинику поступает ежедневно, практически ежедневно поступают пострадавшие от транспортных средств. Но в последнее время мы обратили внимание, это резко бросается в глаза, тенденция к резкому снижению и дорожно-транспортных происшествий, и травм, связанных с ними, и тяжесть этих травм намного уменьшилась. Но, видимо, это все-таки связано с тем, что в процесс вмешались и глава республики, и другие соответствующие структуры. Активизировалась работа на дорогах, усилились рейды ГИБДД. Глава региона призвал правоохранителей всегда быть начеку, не дожидаясь команды, усиливать работу по профилактике правонарушений. Благодаря проведенным спецмероприятиям в ресторанах и кафе давно не предлагают посетителям кальян, а число раскрытых преступлений по выявлению употребляющих и сбывающих наркотики и запрещенные психотропные вещества увеличилось в разы. Но это не значит, что нужно сбавлять обороты. Нужно работать до полного искоренения этой чумы. Что касается Сирии и Украины, то число участвующих в зонах конфликтов уменьшилась. Огромную роль здесь играет именно профилактика, подчеркнул Рамзан Кадыров. Фундамент, чтобы в последующем никогда даже не думали, что можно будет использовать нас в качестве террористов. Западные, другие наши недруги там даже не думали о нас никогда. И не пытались. А чеченцы, да, Сирии, Шишани, Мишани, Ухуняды на группе, батальон, полк, сейчас зайдем, уйдем, валлах не уйдем. Ну, пользуются, так сказать, Украине, чеченский батальон имени Джахар Дудаева. Улицу назвали имени Дудаева. Для чего? Они любили Дудаева, что ли? До этого почему не создавали? До того, как он испортились отношения с Россией, и создавали батальоны, полки. Почему сегодня? Потому что хотят опять же нас использовать. От нас это все зависит. Чему это? Самый основной ответственный костяк правоохранительной структуры. Есть закон. Есть Конституция, и есть гарант Конституции. Мы все слуги народа. И мы должны каждый выполнять поставленные или свои функциональные обязанности. Нам доверил президент региона. И мы все несем за это ответственность. Я больше несу, потому что я глава республики. Но вы, каждый персонально несет за это ответственность. Действительно, что от нас зависит все. Не 50%, 20%, все от нас зависит. Дайловый банов сидит Бог, шаводит Бог. Взаимодействие с населением – это главное условие успеха, подчеркивает глава Чечни. Только при полном доверии в регионе будет сохранен порядок. Рамзан Кадыров неоднократно выразил благодарность личному составу МВД. Здесь же глава поздравил находящегося в зале начальника медико-санитарной части Рамзана Альдебирова. Команда военных врачей под его руководством всегда находится на своем боевом посту. Они участвуют во всех спецоперациях, находясь на передовой с бойцами подразделений, оказывая им медицинскую и психологическую помощь. Ежедневно медицинский персонал на месте принимает десятки сотрудников, а теперь еще и имеет возможность оперировать раненых прямо на территории проведения спецмероприятий. Пользуясь случаем, Рамзан
Šodien liekas kočties, tā nav mūsu sudona, šeit griezīvies, no avo sudona. Tādi jābēgti, no jūāruna. Далее коллегия продолжилась без участия главы региона. Здесь было отмечено, что за 9 месяцев текущего года в результате совместных мероприятий на территории республики задержано, а также явились с повинной 66 пособников и участников банд подполья. При оказании вооруженного сопротивления уничтожено 16 боевиков, в том числе один бандглаварь Тагилов. Выявлено 170 и раскрыто 58 преступлений террористического характера, в том числе 157 и 58 соответственно, связанных с организацией или участием в НВФ. Обнаружено и ликвидировано 11 схронов с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъято 161 единица огнестрельного оружия, свыше 15 тысяч различных боеприпасов, 26 снарядов, мин и фугасов, 144 гранаты, 6 самодельных взрывных устройств и 4 килограмма взрывчатых веществ. Повысилась раскрываемость преступлений составила 88,6% в среднем по республике против 83% за аналогичный период прошлого года. На коллегии прозвучали замечания и пожелания в адрес подразделений. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Аптия Алаудинов еще раз поблагодарил личный состав за плодотворную работу, выразив надежду, что регион и впредь будет самым мирным и спокойным. Луиза Андиева, Мурат Альбукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства «Новости».